В Музее изобразительных искусств Республики Ингушетия было необычно многолюдно на открытии персональной выставки в рамках авторского проекта заслуженного деятеля искусств Ингушетии Аюпа Цуроева «Очевидцы черной среды». Пришли на это мероприятие люди самых разных возрастов и профессий, потому что оно было посвящено теме, которая близка каждому ингушу – депортации. Старики делились своими воспоминаниями, молодежь внимательно слушала, как это было, как выселяли, через что пришлось им пройти. От этих историй прям мороз по коже, а усиливало этот эффект общий антураж выставки, фотографии и портреты, на которых на нас смотрят предки, многих, возможно, уже нет живых. Но Аюп Цуроев сумел запечатлеть целые жизни в кадре. Ведь он не только художник-живописец, а еще и мастер декоративно-прикладного искусства, фотограф, поэт, этнограф. Человек, который до глубины души любит свой народ и все, что с ним связано. И, наверное, поэтому ему удается придать даже такой тяжелой теме яркие тона. Дедушка, бабушка, все были депортированы. Мы с материнской линии тоже. Глубокие старики были. Все время моего детства прошло среди них. И все вот эти моменты, вот этой депортации, и не только депортации, такие моменты, которые пережили наш народ, они рассказывали, это все копилось за эти годы. К этой выставке я новую композицию представил. В данном случае это идет на ингушском языке. Сатирный хайрбис, ясценный хайр-эри, вот так называется эта композиция. Художник отмечает, что на некоторых его фотографиях мы видим стариков с внуками или правнуками в том возрасте, в котором депортировали их. Смысл таких работ в том, чтобы подрастающему поколению необходимо перенять историю, чтобы в будущем не посрамить честь предков. В данную экспозицию вошли 28 фотографий. Со стариками работать очень приятно, очень, вы знаете, наша ностальгия, они, как это объяснить, нежнее детей. Как они все это воспринимают, как они передают это, какие они открытые, искренние. Все, взглядом в их глаза можно прочитать всю их жизнь. Вечер памяти, посвященный депортации ингушей в Казахстан и в Среднюю Азию, проводится Музеем изобразительных искусств Республики ежегодно. В этом году программа получилась довольно обширной и показала, как посредством искусства можно рассказать историю. Здесь объединены многие направления изобразительного искусства. И это, прежде всего, дань памяти всем репрессированным народам, среди которых не только народы Северного Кавказа, и поволжские немцы, и украинцы, и русские. В общем, все, кто пережил ужасы геноцида и сталинских репрессий. С открытием такой выставки Аюпа Цуроева поздравили коллеги, выразили слова благодарности в адрес художника и музея, который организовал мероприятие, представители различных творческих профессий. يوم يستوى وخميك في حيلة شدها أخصتي يشوا شقة عارها دارها يا قبل جيت يستوى طلعت شالغة أخو مجيء بالخوشة بركو ألونسو حنيالش تغنى أخار حجر قدر. О художнике и его многогранном таланте говорят прежде всего его работы, каждая из которых несет в себе индивидуальный стиль мастера. Но вместе с тем Аюпу Цуроеву удается работать в разных видах искусства – в живописи, декоративно-прикладном искусстве, фотографии. И нужно сказать, музей и ЗО проходили выставки по каждому из направлений. Но авторский проект в рамках «Очевидцев черной среды» уникален в своем роде. И я думаю, что этот проект очень понравится нашим зрителям. Здесь аноморфоз, портрет, реализм, да, фотореализм, декорации, приемы вы видите, да, живопись, декоративно-прикладное искусство, всевозможные направления, включая какой-то символизм. Очень много символов сегодня здесь использовал Аюп. Очень хорошо и гармонично сочетая их и преподнося материал в доступной для зрителя форме. Эта выставка, она интересна будет людям любого возраста.
На выставке каждый из посетителей мог насладиться своим любимым искусством. Молодежи, конечно, больше понравились фотографии, в которых Аюп Цароев продемонстрировал и искусство, и выступил как мастер реализма. У Тамерлана Гадеева не часто получается выбраться на выставки и культурные мероприятия, и он рад, что ему удалось побывать на открытии выставки Аюпа Цароева, приуроченной к депортации. Стараюсь немного находить время, чтобы выставить наше искусство, нашу историю. Именно сегодня решил посетить выставку, и мне очень понравилось. Особенно фотографии. Мне нравится то, что у нас фотографии это становится как бы сказать, на высшем уровне. То есть мы фотографируем, тем самым развивая культуру и общество, особенно на выставке. Касательно нашей истории, депортации, мне понравилось именно то, что можно прийти, посмотреть и вспомнить историю нашу. Тема депортации звучала не только в выступлениях гостей, воспоминаниях стариков и в искусстве, но и в музыкальных произведениях. Заслуженная артистка Ингушетии Роза Ахциева и народная артистка республики Любовь Порохоева исполнили для собравшихся песенную композицию «Даймох» под аккомпанемент на Дахчинпандаре заслуженного работника культуры Ингушетии Башира Аздоева. О важности выставки и самого мероприятия, в частности для молодежи, отметил и режиссер Амур Амирханов. Учитывая, что время летит наше очень быстро, современное, все много информации и большой шквал информации, поколение этих людей, прошедших депортацию, оно безвозвратно, конечно же, уходит. И запечатлеть их воспоминания, запечатлеть эту историю этих людей, которые прошли тяжелые испытания, это будут музейная экспозиция, фильмы, концерты, публицистика, передачи. Обязательно нужно делать больше, потому что через 20-30 лет, чтобы это не стерлось из памяти, из нашей. Если у нас не будет своих корней, если у нас не будет своей истории, то, конечно же, и нас не будет. Мы исчезнем с земли. Поэтому это очень важно. Аюп молодец. Да и вообще музей очень хороший. Очередная годовщина трагедии собрала в Музее изобразительных искусств Ингушетии всех, кому не безразлична история своего народа. Авторский проект Аюпа Цароева «Очевидцы черной среды» и персональная выставка с одноименным названием станет интересна, ведь на ней собрано более 50 произведений на тему депортации. Фотографии, живопись, декоративно-прикладное искусство. Все желающие могут прикоснуться к истории и познакомиться с творчеством мастера. Выставка продлится до конца февраля.